Премьера на Юргане. Документальный фильм «История великого разведчика». Речь о спецагенте НКВД, добившемся небывалых для советской разведки высот Николае Кузнецове. Его личность засекречена и сегодня, а потому восстанавливать факты автору Александре Головиной пришлось буквально по крупицам. Помогали историки, в том числе и спецслужбы, а также ветераны органов безопасности. Эфир сегодня, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны в 2015. Северин Арпа расскажет подробнее. Имя Николая Кузнецова есть во многих учебниках истории. Казалось бы, мы знаем про него немало. Разведчик, партизан, родом из Зырянки, Пермской губернии. Полиглот, знал немецкий, французский и даже коми. То, что он был природный полиглот, наверное, это не секрет, потому что в совершенстве зная не только немецкий язык, но и диалекты немецкого языка, он в то же время сумел изучить и украинский, и польский, и коми-пермяцкий язык. Это талант. Талант у него был от Бога. Это самое слово «коми» не раз встретится в его биографии. Так, в Кудымкаре он представлялся Комиморт Микол. По воспоминаниям местных жителей, Николай Кузнецов часто интересовался, что значит то или иное слово на коми-пермяцком и как его правильно произнести. Некоторые ученые полагают, что именно наша республика в жизни разведчика сыграла ключевую роль. По некоторым данным, Николай Кузнецов появляется здесь в помощь тогдашнему наркому Михаилу Журавлеву. Чем же привлекла его республика Коми? Что ждало его здесь? Смелого, решительного, да еще и со знанием языка. Конечно, на Николая Кузнецова сразу обратили внимание органы госбезопасности, хотя его биография для НКВД считалась спорной. Отчисления из комсомола, а затем и техникума, аресты, штрафы. В то время руководство органов государственной безопасности этого не боялось. Не боялось именно смелых людей, которые могут пойти на какой-то экспромт. Николай Кузнецов мог быть привезен в республику с тем, чтобы, просмотрев документы, убедиться в том, что была ли тут какая-то преступная деятельность или это была элементарная халатность. Нарком НКВД Коми АССР рекомендует Кузнецова главному управлению ведомства. Республику он покидает в новом статусе – особо засекреченный спецагент. Московский период его жизни насыщенный, активно внедряется в дипломатическую среду, располагает к себе бомонд. Нашей съемочной группе удалось записать в российской столице интервью с историком спецслужб Алексеем Поповым. Он действительно вращался среди московской интеллигенции, приближенной к Большому театру, соответственно, заводил знакомства среди немецких дипломатов. Все операции Кузнецова касались офицеров высоких ставок. Речь шла о точечном уничтожении. 11 ликвидированных генералов и высокопоставленных немецких чиновников. Такого прежде не удавалось никому. Успешных перехваченных операций еще больше. Чего стоит только длинный прыжок. По задумке немецкой стороны, Сталин, Рузвельт, Черчилль должны были быть уничтожены, но советская разведка раскрыла заговор. Уникальные данные получил тогда именно Николай Кузнецов. Возможное захоронение группы Кузнецова обнаружено в сентябре 1959-го, благодаря поисковой работе боевого товарища Николая Струтинского. Он и добился перезахоронения предполагаемых останков Героя Советского Союза Николая Кузнецова на холме Славы во Львове. Кто же он такой загадочный Николай Кузнецов и что помогло ему добиться небывалых для советской разведки высот? Зачем ему нужен был коми-язык и правда ли наша республика стала в его биографии переломным моментом? Ответы на эти вопросы творческая группа Юргана представила в документальном фильме «История великого разведчика». Северин Арпа, Александра Головина, Павел Люлянмин. Юрган.